Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Его мы восхваляем, прославляем, лишь Его просим о помощи, лишь Его молим о прощении грехов. Поистине того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется этого истинного пути. Поистине, кому Он пожелает заблуждения, уже никто не наставит на этот путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного, лишь единственного Аллаха, и что Мухаммад Его раб и посланник. Мои дорогие братья, сегодня я хотел бы поднять тему, связанную с феноменом хариджизма. Я это так назвал. Наш путь не заключается в классификации, градации людей на таких, сяких и так далее. И вокруг обычно этих терминов очень много, таких классификаций и градаций. Поэтому в первую очередь воспримите эту хутбу с исторической точки зрения. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уделил этому внимание, скажем так. В Сунне пришло порядка 20 хадисов на эту тему. И сподвижники уделяли этому внимание. И в этом есть польза в изучении этого вопроса. Кто такие были хариджиты? Какими они качественными особенностями обладали? Для чего? Для того, чтобы, во-первых, знать историю ислама. История циклична, логична, и она повторяется постоянно. И для того, чтобы, не дай Аллах, то есть сканировать себя на все это, не дай Аллах, чтобы какое-то из этих качеств в таком виде, в таком контексте присутствовало в ком-либо из нас, то есть для личностного анализа. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал о них? Он сказал: «Яти каумун ахира заман». То есть он предупреждал, что в последние дни появятся такие люди. И он их описал. То есть эти описания пришли в разных хадисах, в совокупности. В одних из них упоминается большая часть, в других меньшая часть. То есть он упоминал о них, что они будут худафа уль-аснан, молодые, неопытные. Суфаха уль-ахлам, легкомысленные, глупые. То есть те, которые обладают вроде бы как бы знаниями религии, но поверхностными. Те, которые быстро делают вывод. Узнал один аят и все. И натянул на него то, что натянул. Цитирует «Якулюна мин каули хайриль бария». Это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сейчас цитирую. То, как он их описывал. Они будут цитировать слова наилучшего из творений. Наилучшего из творений, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ямрукуна минад-дини, ямрукуна миналь-ислями. Они будут выходить из ислама. Обратите на это внимание, на этот образ, на это описание. Кама ямруку сахму минар-рамия. Подобно тому, как стрела выходит из мишени, из цели. Представьте, вы вышли на охоту, и вы настолько сильно выпустили стрелу, что она, залетев в мишень, вылетела из нее. И даже описание в других версиях приводится так, что на стреле не будет оставаться ни крови, ни пера. Ла юджавизу иманухум ханаджирухум. Их иман не будет превышать их горло. Вот. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел таких людей казнить. И говорил, что в этом есть аджр. В другом риваяте, это мы сейчас перечислили 4 такие основные их качества. В другом риваяте пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? От Абу Саида. Все эти хадисы достоверные. Яхруджу фикум каумун. Еще одно интересное качество, которым он их описывает. Среди вас появятся такие люди, которые каумун тахкируна салатакум ма салати. Вы будете считать свой намаз, свой ибадат по сравнению с их ибадатом ничтожным, никчемным. То есть эти люди будут настолько сильно поклоняться
«Васиямакум ма'сиямихим». Будете считать ничтожным свой пост, потому что будете считать, что вы мало поститесь по сравнению с их постом. «Ва'амалякум ма'амалихим». И свои поступки, то есть добрые имеется в виду, хорошие, будете считать никчемными по сравнению с их поступками. И дальше идет то же самое описание, то есть, что они будут выходить из ислама, подобно тому, как стрела выходит из мишени, то есть без следа. Это основные их качества. И еще одно качество, о котором упоминает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом риваяте: «Яктулуна ахляль ислам, ва ядауна ахляль аутан». Они будут убивать последователей ислама и при этом оставлять, то есть не трогать многобожников. И это действительно случилось так. То есть это известный случай, когда они убили сына известнейшего сподвижника Абдуллаха ибн Хабаба ибн аль-Аратта. А Хабаб ибн аль-Арат был сподвижником. И убили его жену, которая была беременной, и вспороли ей живот. И причем упоминается в некоторых исторических источниках, что они это, то есть по пути, когда они его взяли, а он читал мусхаф, и мусхаф даже висел у него на шее, то есть труп нашли таким. Когда они его ввели, то есть дивные вещи как бы передаются в этих источниках, что они из богобоязненности, один из них, там их было несколько, взял финик, начал есть, а второй, хариджит имеется в виду, сказал: как ты смеешь есть этот же финик принадлежит зиммию, христианину здесь, это же его имущество, как ты смеешь это делать? То есть вот такая вот крайность, такой перепад непонятный. И в конце концов они убили его, и в конце концов Али пытался найти этого убийцу, но до этого мы сейчас дойдем. Это основные качества, которые проходят в хадисах. Есть помимо этого особенности, качества, которые вывели еще ученые на основе практики, на основе того, что случилось. То есть они сказали, что хариджиты — это те, которые обвиняют в неверии того, кто совершил тяжкий грех, это те, которые отрицают возможность лицезрения, видения лика Аллаха в грядущей жизни и так далее. Когда они появились, хариджиты? То есть ученые говорят там разные версии, но в целом все это исторически оно понятно почему. Согласно одной из версий, и первым хариджитом был так называемый Зуль-Хуайсира ат-Тамими. Это тот самый человек, который сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: «О Мухаммад, будь справедливым». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передает, что принесли слиток золота, и он даже был в земле, то есть его где-то нашли, как фей. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на свое усмотрение, то есть разделил этот слиток золота среди людей, иман которых был не крепок. Они только ислам приняли, и это дозволено, такое принятие решения амиру с точки зрения шариата. И он принял такое решение. А этот человек пришел и сказал: «О Мухаммад, будь справедливым». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: горе тебе. Если Аллах и его посланник несправедливы, то кто же будет справедливым? Эта история приводится у Муслима, хадис также достоверный. И Омар, услышав это, сказал, как обычно, то есть: «О посланник Аллаха, дозволь мне отрубить ему голову». Но пророк, смотрите, что сказал: оставь его, поистине у него будут друзья, и опять это описание проходит, соратники, молитва которых, свою молитву перед их молитвой будете считать ничтожными, и свой пост по сравнению с их постом будете считать ничтожным. И они будут читать Коран, который не будет переходить их гортань. И они будут выходить из религии, подобно тому, как стрела выходит из цели, из мишени. И дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывает этого человека, с которым мусульманам предстоит сражение.
о котором дальше пойдет также речь. Аятухум, то есть их знамением, будет некий мужчина, черный, темный, и одно из его предплечий будет подобно женской груди. Или, как пророк сам описывает, михлюль баба, то есть на этом предплечье будет такой кусок мяса, нарост такой. Тадардар, то есть который будет трястись, то есть она будет мягкой. Поэтому он и назвал как женская грудь. وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. То есть и они появятся, то есть будут видны тогда, когда люди разделятся. Это одна из версий. Другая версия, что они появились, первые харджиты, это были те, которые вышли против Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху, убили его. Согласно третьей версии, это те, которые отделились, обособились от войска Али, радийаллаху анху, которое было 120 тысяч человек. В составе разные риваяты есть, 6 тысяч, 8 тысяч, упоминается, 16 тысяч. От Али отошли, то есть они были в войске Али, но отошли. Почему? Опять же, из-за поверхностного понимания религии. Сказали: о Али, подробно мы сейчас тоже это рассмотрим, сказали: о Али, ты сделал тахким, ты выбрал человека и доверил ему хукм, тогда как хукм принадлежит только Аллаху. Иниль хукму илля лилля. И начали приводить аяты, говорили: кто не судит по книге Аллаха, тот кафир, и так далее, и тому подобное. То есть мы знаем, что Али выбрал человека, и Муавия выбрал человека, и они, то есть, уполномочили их для решения разногласий, чтобы остановить кровопролитие, битву остановить. И они это предъявили и обособились. Обособились и вернулись в Куфу потом. И Али, радийаллаху анху, не трогал их. Обратите внимание. Али, радийаллаху анху, то есть на начальном этапе, не трогал их. Хотя они создавали ему проблемы. То есть вплоть до того, что кто-то мог их, как это упоминается в источниках, во время хутбы встать, сказать: замолчи, то есть ты кафир, вот так. То есть такие проблемы создавали, чинили препятствия, проблемы и так далее. Но агрессию не проявляли, то есть еще они никого не убили и тому подобное. И тогда Али, естественно, с ними дискутировал, общался. Тогда Али им сказал, то есть алейкум салят, то есть 3 пункта упомянул для них. 3 пункта. Он им сказал, то есть он их собрал и сказал: мы не будем с вами сражаться, за исключением того случая, если вы начнете с нами сражаться. Мы не будем вас лишать фай. Фай в широком смысле этого слова, как это я вот рассказывал на лекциях. Это не просто добыча, это все, что приходит в казну мусульман и распределяется потом. Третье. Мы не будем вас лишать возможности совершать намаз в джамаате. То есть мы не будем вас как бы обособлять. Общество для вас открыто. Мы не будем вас лишать благ, да, которые положены мусульманам. До тех пор, если обобщать, пока вы не проявите агрессии. Но ситуация начала накаляться еще больше и больше и больше. Али, естественно, пытался их успокоить, но не получалось у него. Это при том, что Али величайший сподвижник, при том, что Али зять пророка, при том, что Али считался одним из самых знающих сподвижников. И тогда Абдуллах ибн Аббас, также величайший сподвижник, тот, о котором пророк сказал, что он тарджаман, да, что он дуа за него делал, что он обладал великими знаниями Корана, проявил инициативу, сказал: о, повелитель правоверных, дай мне возможность подискутировать с ними. Али сказал: я боюсь за тебя, что они тебе причинят вред. Он сказал: не бойся, но задержи намаз. То есть это было время обеденного намаза. Он сказал: абрид без саля. То есть это тоже является сунной, если жара, то чуть задержать намаз.
чтобы я успел к вам, имеется в виду, совершить намаз в джамаате с вами. То есть это опять же показывает, насколько сподвижники следили за этим. И вот, согласно одной версии, Абдуллах ибн Аббас приходит в красивой одежде, к ним заходит, и они, увидев его, сразу начинают на него его критиковать. Как ты оделся так, у тебя такая одежда, где зухд, где твой аскетизм? На что Абдуллах ибн Аббас сказал, процитировал аят: скажи, кто же запретил красоту Аллаха, которую Он вывел своим рабам, и блага из удела? Скажи, они дарованы тем, которые уверовали в этой жизни, в жизни грядущей. То есть, потому как я одет, не надо судить о зухде. Зухд так не судится об этом. И вот он зашел к ним и сказал. Что он им сказал? Эта история приводится со слов самого Абдуллаха ибн Аббаса. Упоминается, что они собрались в доме, их было 6000. И они спросили: зачем ты пришел, о ибн Аббас? Он сказал им: я пришел от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мухаджиров и ансаров, от сына дяди пророка и его зятя, которым не спосылался Коран, я цитирую слова Абдуллаха ибн Аббаса, и они лучше знали его толкование, нежели вы, а хотя среди вас нет никого, кого-либо из них, дабы сообщить, что они говорят, и сообщить им, то есть от кого я пришел, что вы говорите, то есть быть мостом между вами и ими. И тогда, говорит Абдуллах ибн Аббас, люди как бы успокоились, даже присели вокруг него и начали его слушать. Я сказал им, Абдуллах ибн Аббас говорит: скажите, почему, откуда у вас эта ненависть, презрение к сподвижникам посланника Аллаха и его дяди? Они сказали: у нас 3 претензии. Каковы? Сказал Абдуллах ибн Аббас. Тогда они начали объяснять. Сказали: первое. Поистине он сделал тахким, то есть дал хукм, чтобы хукм выносили люди, тогда как хукм принадлежит лишь Аллаху. Абдуллах ибн Аббас сказал: хорошо, это первый пункт. Что еще? Они сказали: второе. Он сражался и не взял в плен женщин, намекая на Аишу, радаллаху анха. То есть мы знаем, исторически так получилось, что Аиша оказалась в другом лагере. По причине, опять же, подстреканий врагов ислама. Но это другая история совершенно. И они говорят, он не взял, то есть женщин, хотя сражался. И не взял трофеи, то есть сражался с мусульманами, получается. Это была великая фитна. И если же они были, то есть те, с кем он сражался, неверующими, то почему же он не взял в плен женщин? Если же они были верующими, то тогда было недозволено сражаться с ними и проливать кровь. Вот такой казус. Да? Абдуллах ибн Аббас сказал: хорошо, это второй пункт. Что же третье? Тогда они сказали, он убрал, согласился, то есть во время переговоров с Муавией, согласился убрать свой чин, то есть титул. То есть Муавия выдвинул условие: убери амируль му'минин, потому что он не давал присягу Али радаллаху анху и сказал: убери это. Сказал: хорошо. Они сказали: все, это наши все претензии. Тогда он сказал: что вы скажете, если я отвечу на каждый из этих пунктов, на каждую из этих претензий, основываясь на книге Аллаха и сунне его пророка? Вы вернетесь, откажетесь от своих этих взглядов? Они сказали: да. Тогда Абдуллах ибн Аббас говорит: я сказал. Что же касается тахкима, хукм, выносения людьми, я вам процитирую аят, где Аллах субхану тааля дал хукм, то есть сам Аллах дал возможность выносить хукм относительно 1/8 фитумун руба, части дирхама. Так вот, Аллах говорит: о те, которые уверовали, не убивайте
То есть не охотьтесь тогда, как вы находитесь в запретном состоянии. Тот, кто сделает из вас это преднамеренно, то пусть рассудит, то есть фаяхкуму бихи дава адлим минкум, то есть пусть по этому поводу вынесет решение, то есть это повеление самого Аллаха. Дава, два человека справедливых среди вас. И далее он говорит, то есть Абдуллах бин Барас, «Вакяна мин хукми ла иннаху сайяраху иля риджаль». То есть хукм Аллаха был таков, что он дал возможность выносить хукм мужам, то есть людям, относительно примирения людей. То есть он привел другой аят по поводу примирения мужа и жены, а затем спросил, как вы же считаете, что более достойно, что более как бы на весах приоритетнее? То есть дать хукм кому-то выносить, то есть рассудить в какой-то тяжбе, ссоре, если речь идет об одном зайце, либо когда проливается кровь мусульман. Они сказали, да, ты прав. Да, ты прав. Он сказал, я вышел из этого. Они сказали, да, ты вышел из этого. То есть мы удовлетворились твоим ответом. Говорит, тогда вторая ваша претензия. Что относительно того, что вы говорите, он сражался и не взял в плен, и не взял трофеи, то вы имеете в виду Аишу, рады Аллаху анха. Если вы будете считать, что дозволено было бы взять Аишу в плен, подобно другой женщине какой-то, то вы впадете в неверие. Почему? И он приводит аят. То есть там логически возможны два варианта. Либо вы не признаете ее матерью правоверных, вы впадаете в неверие. Если вы говорите, что можно было ее взять в плен, будучи матерью, то вы впадаете в неверие. И он приводит им аят и говорит, «Ан-набию ауля биль-му'минина мин анфусихи». На основе Корана пророк более достоин, ближе к верующим, чем нежели они сами. «Ва азваджуху уммахатуху». А его жены, их матеря. То есть этот статус Аллах даровал женам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Абдуллах ибн Аббас говорит, «Фаантум байна далалатейн». То есть вы находитесь между двумя заблуждениями. Я вышел из этого, то есть вы удовлетворились этим ответом? Они сказали, да. Сказал, что касается третьего пункта, что он убрал свой статус амируль муминин. Я вам приведу случай из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Али записывал договор Худайбии, и пришли мушрики и сказали, то есть под диктовку пророка, он сказал, пиши, то есть Расулуллах, Мухаммад Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха. А мушрики сказали, нет, мы не знаем. Если бы мы знали, что ты посланник Аллаха, то бы не сражались с тобой, сейчас бы не вели переговоры, уберите это. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велит Али, убери это. Хотя у Али рука не поднималась. Он говорит, как у посланника? Он говорит, убери. Аллах знает, что я его посланник. И Абдуллах ибн Аббас говорит, и клянусь Аллахом, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям лучше, нежели Али. Он говорит, я вышел из этого. Они сказали, да, ты вышел из этого. И упоминается, что после этого диспута, после этой дискуссии 2000 человек покаялись и вернулись. То есть вернулись, стали нормальными мусульманами. Это сообщение приводится у Нисаи, в Хакима, Байхаки. И Ибн Таймия считает это достоверным, это сообщение, то есть со слов Абдуллаха ибн Аббаса. Каков был конец этих людей? Они убили Абдуллаха ибн Хабаба ибн Аль-Аратта, как я упоминал, и после этого Али радаллаху попросил, чтобы они выдали убийцу, чтобы он наказал его, но они отказались это делать. Сказали, мы все его убили. И тогда произошла битва при Нахраване. Со стороны хариджитов было порядка 15 тысяч человек. Это была жесточайшая битва, в которой они все погибли, кроме 10 человек. И некоторые исторические источники говорят о том, что именно эти 10 человек, среди этих 10 человек появляются те, которые убивают всех последующих халифов. Но это отдельная уже история.
16 тысяч человек, не 15, 16 тысяч человек. Поистине в пятницу есть особый момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает дуа, просите у Аллаха прощения. Так, мои дорогие братья, как вы видите, основные качества того, о чем я упомянул, это черствость, резкость, крайность и при этом высокий уровень богобоязненности. Высокий уровень богобоязненности этих людей. То есть вещи как бы, с одной стороны, когда ты видишь богобоязненность, именно поклонение Аллаху, это то, что ты должен чтить. Но в жизни, в реальной жизни получается совсем другой результат. Эти люди хотели, чтобы все люди вокруг них были супер богобоязненными. Хотя это невозможно. То есть невозможно, чтобы все люди были как один человек супер богобоязненным. Сейчас просто в общем анализ, выводы. Невозможно. То есть это невозможно, опять же, по самому свидетельству Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит, а затем мы даровали им наследие книгу, и среди них избрали из наших рабов фаминхум. Аллах делит людей и говорит, фаминхум залиму ли нафсихи. Среди них есть те, которые несправедливо относятся к себе. Ваминхум муктасид. То есть он верующий, но совершает грехи. Залиму ли нафсихи имеется в виду. Он грешит, но он верующий. Ваминхум муктасид. Среди них те, кто умерен. То есть он не грешит, но не супер богобоязненный. Он умеренный. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. И среди них те, которые стремятся постоянно делать благое, соревнуются в совершении благов. И это высшая степень. То есть Аллах Субхану ва Тааля сам поделил верующих людей вот так вот. Невозможно, чтобы все люди были супер богобоязненными. Невозможно это сделать. И порой, когда ты видишь некоторых братьев, которые хотят, чтобы все были как он, супер богобоязненный, проявлять черствость, жесткость, чрезмерность. Это противоречит сунне. Таким образом мы, наоборот, отторгаем людей. Если ты призываешь, ты должен быть мягким, ты должен терпеть, ты должен проявлять сабр. Ты должен следовать указаниям пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорил, яссиру валя туассиру, облегчайте, не затрудняйте. Баширу валя тунаффиру, радуйте и не отвращайте. Ты должен следовать указанию Аллаха Субхану ва Тааля. Вад'у иля сабили раббика бил хикмати валь мав'идати хасана. Призывай к пути своего Господа с мудростью и благим наставлением. Это очень важно, потому что мы, искренне желая кому-то того, чего желаем себе, наставить кого-то на истинный путь, то есть будет совершенно обратный эффект. То есть, а потом за это придется отвечать в грядущей жизни.